В селе Часово Сыктывдинского района представителям власти и местным жителям удалось прийти к компромиссу по вопросу вырубки леса и добычи песка близ Язеля и Пычима. По итогам встречи решили создать рабочую группу. До тех пор, пока она не начнет полноценную работу, предприниматель-недропользователь пообещал приостановить разработку карьеров. Александр Карепин продолжит. Проблема вырубки и разработки беломошных лесов в Сыктывдинском районе на слуху уже не первый год. Неравнодушные граждане давно бьют тревогу и всеми силами пытаются сохранить грибные и ягодные места, полюбившиеся не только местным, но и жителям столицы Коми. В прошлом году проблема дошла до главы республики Владимира Уйба. Руководитель региона высказался на этот счет весьма однозначно. Я уже не один раз заявлял о том, что вырубать лес рядом с населенными пунктами, я даже указываю, что это должен быть расстояние не менее 10 километров, категорически запрещаю. Почему? Потому что лес для жителей республики – это кормилец. И, соответственно, в этой ситуации я стою на этой же позиции. Я дал поручение Министерству природы Республики Коми разобраться в этой ситуации и найти компромиссное решение с тем, чтобы все-таки интересы жителей стояли во главе угла. Во время собрания в Часово начальник отдела лесовосстановления Минприроды Коми Виталий Рябов поясняет, участки под разработку карьеров в Пычиме и Язеле выделили еще до того, как глава республики высказал свою позицию. Суд в этой ситуации на стороне недропользователей, ведь все на законных основаниях. Оспорить решение служителей Фемиды можно только в установленные сроки. Запретить предпринимателям добывать песок в этих местах прямо сейчас просто так нельзя. Даже несмотря на несогласие местных жителей, закон есть закон. Раз мы начали об этом говорить, это уже хорошо. Это уже хорошо. Раз мы начали собираться, это тоже здорово. Я так думаю, что с мертвой точки мы все это сдвинем. Тем более, что заинтересован не только жители, получается. И вот, получается, глава района здесь, и мы депутаты Сыктывдинского района, и Госсовет здесь присутствует. Я думаю, что мы этот вопрос решим. Просто единственное, что я хотел бы сейчас людям даже сказать о том, что мы прожили 90-е годы, времена беззакония. Давайте все делать по закону. Вот о чем вся речь-то. Если что-то делать, нужно делать все в рамках закона. Жители Сыктывдина настаивают на том, что есть все основания для отзыва лицензии у предпринимателей. К примеру, у многих из-за добычи песка в колодцах падает уровень питьевой воды. Депутат Госсовета Степан Чураков поясняет, что сегодня и собрались для создания специальной рабочей группы, которая в дальнейшем выдвинет свои предложения по работе с карьерами. По итогу властям все же удалось добиться взаимопонимания с активистами. Встреча очень полезная, потому что на самом деле общественное мнение жителей уже накалено до определенной точки. То, что мы здесь собрались, я думаю, что мы найдем общее решение. Основная задача сейчас услышать мнение жителей, чтобы исполнительная власть, администрация района обратила на это внимание. Для этого мы сейчас проработаем в рабочую группу, куда войдут недропользователи, администрация, куда войдут сами жители. И наша основная задача, конечно, посмотреть о правомерности разработки карьеров, о возможности переноса. Сейчас необходимо найти компромиссное решение проблемы для всех сторон конфликта. Предложение главы Коми Владимира Уйба о добыче песка в 10 километрах от населенных пунктов нравится всем. Однако внести его в региональные законы невозможно. Нужно выходить на федеральный уровень. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Андрей Мишарин отмечает, что они со своей стороны также сформируют запрос на изменение законодательства и направят правительство России. Все проблемы, которые сегодня граждане обозначили, они крайне актуальны для каждого жителя района, для каждого жителя сельских населенных пунктов, расположенных вблизи разрабатываемых карьеров. И ни одно обращение нельзя оставлять без внимания, поэтому мы будем также настаивать, чтобы все структуры, все контрольные органы, надзорные включились максимально в эту работу и рассмотрели варианты, которые устроят в первую очередь жителей района. И, конечно же, не надо забывать, что бизнес тоже должен остаться, и учитывалось мнение бизнеса в том числе. Новая встреча с местными жителями Сыктывдинского района запланирована на 5-6 июля в Госсовете Коми. На период обсуждений предприниматели обещают приостановить разработку карьеров на территории района. Александр Карепин, Павел Юлянмин, телеканал Юрган.